В этот праздничный день площадь Алания превратилась в настоящий рай не только для детей, но и для всей молодежи республики. Аниматоры, батуты и даже живые статуи поднимают всем гостям и жителям по-настоящему праздничное настроение. Столица республики с размахом отмечает свой 1075-й день рождения. Город отвлекся от серых будней, улицы украшены яркой иллюминацией, российскими и ингушскими флагами, под которыми гуляют гости со всей республики. Праздничная атмосфера сегодня не покидает никого. Здесь каждый может найти развлечения по душе. А вот превратиться в настоящего Алана или примерить образ горянки тоже выстроилась целая очередь желающих столько же и поздравить родную столицу. Магаз, дом рождения. Мы радуемся, очень красиво отмечаем, везде ходим. Конкурсы, флешмобы и театральные представления сменяют друг друга, не давая скучать зрителям. На празднике сегодня присутствуют не только местные жители, но и гости из других регионов страны. Виктория Рудович в Ингушетии впервые. Девушка приехала в республику работать, но сегодня пришла отдохнуть и поближе познакомиться с культурой ингушского народа и найти новых друзей. У вас очень приятно, все гостеприимные, все очень мило и прекрасно. А вот Зуля Шибилова учится в столице не первый год. Для нее Магаз самый красивый и родной город в мире. И потому с утра пораньше со всеми своими подругами вышла отметить эту годовщину. Я хочу пожелать нашей столице всего самого хорошего, процветания, чтобы жители были счастливы. Мне очень нравится, я сама учусь здесь, и для меня каждый день удовольствие приезжать сюда. Здесь же на площади Алания развернута выставка декоративно-прикладного искусства. Представлена ярмарка творений ингушских рукодельниц. В соседнем павильоне внимание гостей приковано к изделиям из кожи ручной работы. Это и неудивительно, ведь Багаудин Измайлов знает толк в хорошей коже. К примеру, на создание такой сумки у него ушло около 10 дней. Все делается из кожи, как бы типа чеканка по коже это называется. Люди не верят, что это кожа. Обычно у нас же кожа подразумевается одежная кожа. А здесь то же самое. Женский жилет. Можно корсет назвать, жилет, портупея. Потом сумки. Вот шкатулка кому надо. А пока зрители наслаждаются ярмарками и выставками, артисты готовятся к концерту, который начнется вечером на главной площади Магаса. Тем временем юные дзюдоисты демонстрируют свое мастерство собравшимся. Несколько часов в одном и том же положении живые статуи привлекают все внимание гостей площади. Древний и в то же время самый молодой в России город. Его история уходит корнями в аланское прошлое. Молодой перспективный город с каждым днем становится все краше. С одной стороны, это уютный городок, гармонично вписавшийся в окружающую природу. С другой, современная инфраструктура. А впереди у нашей столицы большое и светлое будущее. Зелимхан Калоев, Ахмед Горбаков, Новости 24.